Мы рады приветствовать вас на курсе по Google формам. В процессе обучения мы поговорим о том, что такое формы и для чего они нужны. Научимся создавать и редактировать формы, посмотрим, как получать и обрабатывать ответы от пользователей. Мы надеемся, что этот инструмент будет полезен как в вашей работе, так и в повседневной жизни, ведь с его помощью можно решать множество различных задач. Добро пожаловать в первый раздел нашего курса. А во введении мы поговорим о том, зачем вообще нужны Google формы, какие задачи можно решать с их помощью, а также посмотрим, что такое Google Диск и зачем он нам нужен. Google формы– удобный инструмент, с помощью которого мы можем взаимодействовать с аудиторией, получать обратную связь, регистрировать гостей на наши мероприятия, запрашивать какую-либо информацию, проводить опросы и даже создавать тесты и викторины. Все это мы сможем сделать буквально в несколько кликов, создав простую форму и поделившись ей с нашими пользователями. Google формы– инструмент, который входит в офисный пакет от Google. Соответственно, нам нужен будет аккаунт на Gmail для того, чтобы мы могли пользоваться всеми возможностями данного инструмента. Поэтому, если аккаунт Gmail у вас уже есть, просто войдите в него. Если его у вас нету, то при первом входе в Google Диск вам предложат создать новый аккаунт, и это необходимо будет сделать, заполнить информацию о себе и завести почту на Gmail для того, чтобы с ее помощью в дальнейшем авторизоваться в Google Диске. Google Диск– это облачное хранилище, на котором мы можем хранить любые наши файлы. Для того, чтобы попасть на Google Диск, необходимо в адресной строке набрать drive.google.com и авторизоваться с помощью вашего аккаунта Gmail. На Google Диске мы можем создавать документы, таблицы, презентации, и еще некоторое количество различных других инструментов. В частности, мы будем использовать сегодня формы. Кроме того, на Google Диск можно также загружать документы Word, Excel, PowerPoint и другие из офисного пакета от Microsoft и пользоваться всеми инструментами, которые доступны на Google Диске. Google Диск предоставляет нам бесплатно 15 гигабайт в облаке. Это то пространство, которое мы можем занимать нашими файлами. Если нам потребуется больше, то мы можем его просто докупить. Важная особенность инструментов, которыми мы будем пользоваться с помощью Google Диска, заключается в том, что нам не требуется устанавливать на компьютер какое-либо программное обеспечение. У нас есть браузер, в моем случае это Google Chrome, в вашем случае это может быть какой-то другой браузер, это не имеет значения. Нам достаточно, чтобы у нас был браузер, которым мы пользуемся на постоянной основе. Мы входим в наш Google Диск, и где бы мы ни находились, на любом компьютере мы можем пользоваться всеми инструментами без какой-либо предварительной установки на наш компьютер какого-либо программного обеспечения. В этом разделе курса мы сделаем самое важное– создадим нашу первую форму, а также посмотрим, как с формой взаимодействовать с помощью Google Диска. Для того, чтобы создать нашу первую форму, находясь на Google Диске, я нажимаю кнопку «Плюс создать», «Еще» и выбираю пункт Google формы. При этом у меня создается новая форма и открывается в новой вкладке. Обратите внимание, что у этой формы есть ее собственный адрес, который включает в себя вот такой вот идентификатор. Этот идентификатор будет индивидуален для каждой формы, создаваемой на Google Диске. Кроме того, в дальнейшем при переходе по вот этому адресу мы сможем открыть нашу форму и продолжить ее редактировать. Но хочу сразу обратить
внимание на то, что, несмотря на то, что это просто адрес в адресной строке, это совершенно не означает, что кто угодно может по этому адресу перейти и попасть в редактирование нашей формы. Нет, данная форма доступна только нам, а вот как сделать так, чтобы с этой формой смог работать кто-то еще, как предоставить доступ другим пользователям, мы поговорим ближе к концу нашего курса. Все формы, которые мы будем создавать, сохранятся у нас на Google диске. По умолчанию им присваивается название «новая форма». Скорее всего, мы захотим, чтобы наша форма носила какое-то свое собственное название вместо названия «новая форма». Поэтому для того, чтобы форму переименовать, мы кликаем по полю, где написано «Новая форма», и у нас открывается возможность это поле отредактировать. Туда мы набираем то название, которое хотим этой форме присвоить, и просто выходим за пределы этого поля. Форма сохраняется, ей присваивается новое название, и теперь, если мы посмотрим на Google Диск, то увидим, что название формы поменялось и тут. Второй способ, как мы можем изменить название формы, это, находясь на Google Диске, кликнуть по форме правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Переименовать». В этом случае мы тоже можем задать название для нашей формы. Важной особенностью работы инструментов Google Диска является то, что создаваемые документы не требуют сохранения. Вы не найдете здесь какой-то специальной кнопки «Сохранить». Дело в том, что как только мы внесем какие-либо изменения в наш документ, они автоматически сохранятся на Google Диске, и никакие внесенные нами изменения таким образом не потеряются. В верхней части нашей формы мы видим надпись «Все изменения сохранены на диске». Это обозначает, что то, что мы только что внесли в наш документ, автоматически сохранилось и уже лежит внутри нашей формы. По умолчанию все файлы на нашем Google диске хранятся единым списком. Давайте сделаем хранение файлов чуть более удобным и создадим папку, которую я назову «Формы». Далее, для того, чтобы нашу форму, уже существующую, переместить в эту папку, я просто перетащу ее туда с помощью мыши. То же самое можно проделать и не покидая форму. Для этого я кликаю по значку папки, выбираю, куда именно на нашем диске я хочу переместить эту форму. Например, давайте создадим еще одну папку. И в эту папку переместим нашу форму. Теперь, если мы перейдем на Google Диск, то увидим и созданную нами папку, и форму, которая была в нее перемещена. Еще один способ разместить нашу форму на Google Диске – это добавить ее в избранное. Данный способ пригодится нам в том случае, если объектов на нашем Google диске станет слишком много и нам будет сложно находить нужный. В этом случае мы можем пометить нужную нам форму звездочкой. Кликаем по звездочке, и далее такая помеченная форма отображается в разделе «Помеченные». Сюда попадут все те документы, которые мы таким образом отметим. Аналогичным образом звездочку можно и снять. Второй способ проделать то же самое – это правый клик по нашей форме на Google диске, и здесь в открывшемся контекстном меню мы выбираем пункт «Добавить в помеченные». В списке на Google диске такой файл будет отмечен звездочкой. Снять звездочку из Google диска можно точно так же правым кликом «Удалить из помеченных». Если по каким-то причинам форма, с которой мы работали, нам больше не нужна, ее можно удалить. Для этого я перейду на Google Диск, выберу форму для удаления и нажму значок «Удалить». Форма при этом перемещается в корзину, и мы ее больше не видим в нашей папке. Однако, если мы захотим форму восстановить, мы можем перейти в корзину, выбрать в списке удаленных файлов тот, который планируем к восстановлению, и нажать на кнопку «Восстановить из корзины». В этом случае форма вернется на свое прежнее место. Если же то, что хранится в корзине, нам больше не понадобится никогда, мы просто можем очистить корзину и таким образом освободить место на диске, если в корзине хранятся файлы, которые занимают какое-то место.
В процессе создания наша форма будет выглядеть не совсем так, как ее будет видеть конечный пользователь, для которого она предназначена. Для того, чтобы мы могли с вами посмотреть, как именно форма будет смотреться, предусмотрена специальная кнопка. Она находится на верхней панели. И если мы кликнем по ней, то у нас откроется предпросмотр нашей формы, где мы уже как раз будем видеть ее в том виде, в котором она будет доступна для тех, кому она предназначена.